Доброе утро. Утро Якутии в эфире. На календаре 8 мая и, как ни странно, конец рабочей недели, несмотря на то, что календарно всего лишь среда. Эти очередные затяжные выходные ожидают нас уже с завтрашнего дня, потому что завтра отметим главный, наверное, праздник для нашей страны — День Победы. Но об этом чуть позже мы еще поговорим подробнее. А в целом сегодня, как и всегда, много интересного наша команда приготовила, поэтому утро будет бодрым, утро будет насыщенным и энергичным. И, соответственно, все, кто это утро вместе с нами встретят, день проведут соответствующе бодро, энергично и, самое главное, интересно. Поговорим сегодня о спорте, который набирает популярность в Якутии, и спорт, который вышел из Якутии, набирает популярность за пределами нашего региона. Помимо этого, поговорим об акциях и различных мероприятиях, которые пройдут уже завтра, и не только, причем в Якутске и нашей республике, но и за ее пределами. И, конечно же, пообщаемся с гостями в нашей студии. Помимо этого, проведем интересную и необычную для нашего эфира зарядку. Все это в ближайший почти что час. Меня зовут Павел Танин. Еще раз доброе утро. Ну а по традиции, конечно же, начинаем наш день с чего? Со сводки последних новостей. Доброе утро, коллеги. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. За движением ледохода можно наблюдать онлайн на сайте службы спасения Якутии. По реке Лени камеры установлены, начиная от Ленска и заканчивая Жиганском. По Индигирке в Устнере, на Колыме, в Зырянке находятся камеры, обеспечивающие возможность наблюдения за ледоходом. Также на сайте можно следить за ледовыми перемещениями в Усьмае. С наступлением весеннего сезона охоты на водоплавающую дичь Росгвардия предупреждает о том, что огнестрельное оружие должно применяться строго по назначению. Несоблюдение правил безопасного обращения с оружием может стать причиной несчастных случаев, ранений или гибели людей. Запрещено направлять даже разряженное оружие в сторону людей и в места их возможного появления. Перед охотой и во время охоты категорически запрещается употребление спиртных напитков. На свидетельствах о рождении теперь будут ставить отметки о российском гражданстве нового образца. Такой приказ МИД вступил в силу 7 мая. Ранее президент России своим указом от 22 ноября прошлого года определил исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие российского гражданства, среди которых свидетельство о рождении со штампом. Такая отметка о рождении понадобится для оформления загранпаспорта ребенку в возрасте до 14 лет, первого российского паспорта и для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет по месту жительства. С этого года граждане пенсионного возраста могут заключить соцконтракт и начать свое дело. Договор заключается на 12 месяцев. Пенсионеры могут получить госпомощь в размере 500 тысяч рублей на развитие собственного дела или на разведение личного подсобного хозяйства. Так они могут приобрести оборудование или материалы для организации индивидуальной деятельности, купить животных, птиц, корм, семена и спецтехнику, но сначала пенсионеры должны составить бизнес-план, пройти тестирование на знание основ финансовой грамотности. Также для заключения соцконтракта учитывается и доход. Пенсионеры, если у них превышал доход прожиточного минимума, они могли попасть под эту программу. И с этого года у них есть возможность заключить с нами социальный контракт, так как мы смотрим доход в 1,5-кратном прожиточном минимуме. Самым основным требованием для пенсионера это является бизнес-проект. То есть он должен написать, чем хочет заниматься, какие оборудования хочет купить. Но в целом и этот проект он должен защитить перед комиссией. По методической рекомендации Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия возраст до 70 лет. Сегодня в Якутске на площади Победы состоится всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», приуроченная к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники почтут минутой молчания павших воинов и выложат свечами слово «Помним». Акция начнется в 20:00 перед главной стеллой площади Победы. Сбор участников в 19:00 у Триумфальной арки, где и будут розданы свечи. Пополняется галерея портретов героев СВО. Московский дом национальности обновил выставку под названием «Герои ЗОВ», которая посвящена российским военнослужащим специальной военной операции. Здесь представлены арт-работы художников из самых разных городов страны, есть и якутские авторы. Главная объединяющая идея – это изображение реальных солдат. Среди картин, представленных в галерее, много портретов якутян, удостоенных звания Героя страны.
Организаторы подчеркивают, что основная цель выставочного проекта – содействие формированию в российском обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству, воспитания патриотизма в среде молодежи и подрастающего поколения. Создание этих портретов – это еще и увековечивание этих образов не только вот для нашего сегодняшнего дня, но эти образы будут сохранены для последующих поколений. Это очень важно и для граждан нашей страны, и для поддержания высокого морально-психологического и боевого духа наших воинов. Ежегодные соревнования по велосипедному спорту «Лосиные бега», посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 10 мая на трассе Покровск-Якутск. Старт 56-километровой дистанции состоится у Дворца спорта в Покровске, а финиш в селе Владимировка. К участию в соревнованиях допускают всех желающих с исправными велосипедами, шлемом и со спортивной формой. Чтобы принять участие в состязании, необходимо пройти регистрацию на сайте до 9 мая. В последние годы в республике особой популярностью стали пользоваться зимние виды спорта, такие как фигурное катание, шорт-трек, хоккей. А появление новых спортивных ледовых спорткомплексов позволяет приобщать все больше якутян к здоровому образу жизни и давать старт новым спортивным талантам. Так, в Нерюнгринском районе с открытием спорткомплекса «Антрацит» появилась возможность для создания секции фигурного катания. Продолжит Екатерина Павлова. Новый современный спортивный комплекс «Антрацит» с ледовой ареной открыли в поселке Чульман в ноябре 2022 года. А спустя 2 месяца впервые за всю историю Нерюнгринского района здесь появилась секция фигурного катания. Мария Васильева – единственный тренер в районе по этому виду спорта. 6 дней в неделю, я работаю 6-1. И это получается, что я с одной группы сначала бегом на землю, потом бегом на лед, потом с этой на другую группу уже побежала на землю, потом снова побежала на лед. Вот так вот целый день мотаюсь туда-сюда. Но я этим горю. Это самое главное, что дети очень сильно желают. Я это вижу, как они, реально, они прибегают на тренировки такие: «Мария Олеговна, что сегодня будем делать? Давайте вот это прыгать, давайте вот это прыгать». Прям они реально горящими глазами сюда прибегают на тренировки каждый раз. И это меня прям, вообще сразу всю усталость снимает. Сама девушка пришла в этот спорт с 4 лет. У Марии большая копилка спортивных достижений. Это безумно красивейший вид спорта. Я сама, обычно детей приводят родители, я сама попросилась. Мне просто привели на выступление, я смотрела и такая: «Мама, это мне надо, пожалуйста, купи мне ботинки с железками, я пойду кататься, я буду пинчионкой, я там розовое платье мне шей». Сразу же влюбилась, и потом полгода их уговаривала. Они такие: «Ладно, уже все, иди, занимайся». Сегодня Мария прививает любовь к этому виду спорта юным нерюнгринцам. Секцию посещает более 40 детей. В большинстве своем это те, кто проживает в поселке Чульман. Я просто хотел научиться кататься. Пришел, я еще на фигурных не стоял, не жалею. Мне нравится заниматься этим. Каждый день тренировки. Я занимаюсь 1 год и сразу же пошла, когда он открылся. Новые элементы сложные, а потом легко. Занимаются ребята около 1,5 лет и уже имеют большие успехи. В Якутске 2 раза и местные тут в Чульмане все первые места. Этот спорт очень красивый, очень сложно, красиво выглядит. Мне нравится очень. У юных фигуристок уже есть свои ориентиры из российских спортсменов. Я слежу за фигурным катанием. Мои самые любимые — это Камила Валиева и Саша Трусова. Я хочу добиться всех прыжков, и разных элементов. Мария Васильева отмечает, что лед в физкультурно-оздоровительном комплексе «Антрацит» отличный. И, конечно, это тоже влияет на качество подготовки спортсменов. Руководство комплекса, родители и местные власти оказывают всяческую помощь молодым фигуристам. Новое оборудование для оттачивания мастерства прыжков, специальные парашюты поступают в распоряжение секции, и воспитанники с удовольствием оттачивают технику. Сегодня фигуристы поехали за новыми победами на Дальний Восток. Кубок Приморского края. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
А есть спорт, который зародился в Якутии и постепенно покоряет мир. Перетянуть палку на свою сторону и не отпустить ее никогда. Именно так житель Подмосковья Евгений Петров рассказывает о масс-рестлинге. Впервые он познакомился с ним в 2017 году. С тех пор участвует в соревнованиях по перетягиванию палки, также тренирует детей, обучает масс-рестлингу в родном городе Люберцы. О Евгении Петрове, его победах и планах смотрите в следующем сюжете. Есть два вида захвата. Внутренний, вот он, видите, посередине палки держит, и внешний. Какой хват подойдет для новичка? Какие приемы выведут масс-рестлера на первое место? Секретами мастерства Евгений Петров делится охотно, лишь бы масс-рестлинг развивался. За плечами у Маджины 7 лет опыта, сотни схваток. А началось все в Сочи, со Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Свой первый выход на помост Евгений помнит, как вчера. Так как я был на сильной стороне и выбрал уже потом внутренний хват, он для меня показался более таким удобным для меня тогда. Я вышел в финале на Магомеда Магомедова. Это был большой финал, тогда очень много было болельщиков. Первую схватку я проиграл, но в последующих двух я одержал волевую победу. Выиграл настоящий якутский бриллиант, который зажег во мне тот огонек, который я передаю до сих пор всем. Сегодня Евгений растит будущих чемпионов помоста. Под его началом в Люберцах открыты 6 секций масс-рестлинга, где занимаются более 100 юных спортсменов. Результаты учеников удивляют. Только за прошлый год из Люберец вышли 4 призера первенства России. Ребенок видит эту палку, он уже в нее цепляется, пытается соперника перетянуть, потому что мы проводили соревнования среди детишек, им очень это нравится, потому что это быстро, динамично, зрелищно и, самое главное, гармонично. Человек, который занимается этим видом спорта, он гармонически развивается. Ноги, руки сильные, спина крепкая, и вообще он сам выносливый. А самое главное, люди, когда борются, допустим, на чемпионате даже России, это единение народов, это дружба народов. Евгений – обладатель титула чемпиона России и Европы по силовым видам спорта. В 2014-м и вовсе установил рекорд мира по становой тяге. Поднял штангу весом 235 килограмм. Так что подмосковный масс-рестлинг в надежных руках. 3-4! Впереди в Люберцах пройдут местные соревнования по перетягиванию палки. Идет подготовка и к первенству России, которое состоится в ноябре в Уфе. Команда Петрова надеется занять первые места. Хотим в этом году запустить школьную лигу масс-рестлинга, где будут школы, как в рамках спартакиады, соревноваться друг с другом. Ну и сильнейшие буду представлять уже городской округ Люберцы, Московскую область на всероссийских соревнованиях, а может быть даже международных. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Ну а чтобы поддерживать себя в хорошей форме, не обязательно заниматься спортом. Достаточно посвящать время зарядке по утрам. В Якутске уже несколько лет подряд практикуют массовые утренние зарядки на площадях города. Сегодня к этому действию решила присоединиться моя коллега Катерина Винокурова. Катя, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, как там все проходит, и, может, какие-то упражнения нам Доброе тоже утро, покажут. Паша. Доброе утро, студия. Доброе утро, дорогие телезрители. Доброе утро, Паша. Доброе утро, дорогие телезрители. Да, мы находимся на площади Победы, где сегодня в эту минуту стартовали утренние зарядки, которые традиционно проходят каждое лето, не только в нашем городе, но и в других районах нашей республики. Зарядка приурочена ко дню столетия со дня рождения спортивного организатора Николая Тарского. И сегодня эту традицию, новый сезон начинает общество делать вместе с мэром города Якутска Евгением Григорьевым, а также с именитыми спортсменами. А я рада представить Матвея Ивановича Лыткина, председателя Общественной палаты города Якутска. Матвей Иванович, доброе утро, доброе бодрое. Доброе, бодрое утро. Ну как ваше настроение? С каким настроем сегодня проснулись и пришли сюда? Расскажите. Ну когда вот столько народу собирается, да, вот 6-7 утра, это вообще настроение отличное. В этом году наша республика проводит игры «Дети Азии». Весь город будет жить спортивной тематикой. И тем более сегодня в этот день родился известный руководитель спорта Якутии, основатель
спортивного движения Николай Николаевич Тарский. Это очень знаменательно. И сегодня мэр сам лично провел утреннюю зарядку и показал свои любимые упражнения. Он говорил 1-2 упражнения, но в целом получилось больше 10. То есть это очень показатель хороший, что мэр очень спортивный, я вот так хочу сказать. И вот это Министерство спорта каждый год проводит это мероприятие, управление массовой физкультуры. И с каждым годом народу все становится больше, это очень радует. Мы становимся здоровее, мы придерживаемся политики трезвого, здорового образа жизни. Но вы, конечно, по традиции пришли с палками, не можем не отметить этого, да? На каком уровне сегодня скандинавская ходьба, что скажете? Я хочу сказать, что это самый народный вид спорта. Это даже не вид спорта, это способ средства оздоровления. Поэтому во всех уголках нашей республики скандинавская ходьба, теперь северная ходьба, стала очень популярным. И многие спрашивают, за счет чего, почему так получилось, что оно получило такое развитие. А мы все время отвечаем, это очень помогает укреплять свое здоровье. Поэтому занимайтесь спортом, физкультурой, укрепляйте свое здоровье, и тогда все будет отлично. Спасибо, Матвей Иванович. Просим, присоединиться, продолжить. Ну а мы давайте тоже вступим в ряды, так скажем, и попробуем тоже позаниматься. Может быть, и сможем с кем-то пообщаться сейчас. Узнаем, насколько народ проснулся. Пойдемте. Во внутреннюю сторону. Доброе утро. Доброе. Как вам зарядка? Как настрой? Отлично, бодрость духа зашкаливает. Откуда узнали про зарядку и вот насколько вы считаете очень важно сегодня заниматься спортом и проснуться вот сегодня со стартом утренних зарядок? Очень хороший вопрос. Мы занимаемся тут ежедневно, кроме выходного дня воскресенья. Получаем заряд бодрости, получаем эликсир молодости. У нас есть замечательный мастер, руководитель Маргарита Григорьевна. Под ее руководством мы занимаемся уже 5-й год. И мы видите, как видите, молодые, энергичные, бодрые, хотя мы все пенсионеры. Действительно. Спасибо большое, вам хорошего дня. Держать в том же... Вам большое спасибо тоже за хорошие вопросы. Ну что ж, на этом я отключаю слово, передаю Павлу. Сейчас микрофон передам оператору и сама пойду продолжать присоединяться ко всем горожанам. Екатерина, спасибо за хорошие вопросы. Действительно, хорошо позаниматься желаем тебе. Ну и вообще, спасибо, что зрители наши погрузила в эту атмосферу бодрости утренней. Берите на заметку, друзья, что можно на площадях города по утрам нынче, опять же, заниматься, проводить зарядки и заряжаться энергией на весь день. Ну а чтобы ваше самочувствие не доставляло вам хлопот, одной зарядки бывает мало, организм нужно поддерживать витаминами и полезными микроэлементами. Собственно, сегодня в рубрике «Мой доктор» узнаем, для чего человеческому организму необходим йод. Доброе утро. Йод регулирует обмен веществ, стимулирует работу клеток иммунной системы. Дефицит этого микроэлемента в зависимости от уровня нехватки способен вызывать раздражительность, быструю утомляемость, потливость, головные боли, резкое изменение веса, ухудшение памяти, проблемы сердечно-сосудистой и дыхательной системой. Самые заметные проявления йодного дефицита – когда происходит увеличение и другие патологические изменения щитовидной железы, которые со временем в зрелом возрасте могут привести к интеллектуальным изменениям. На 90% наш организм получает йод из пищевых продуктов, остальные 10% поступает с водой и воздухом. Больше всего в этом плане повезло жителям приморских регионов, ведь там и вода, и почва, и растения богаты йодом. Вдобавок им легче разнообразить свое питание морепродуктами. Кальмары, мидии, крабы, морская капуста – все это насыщает организм необходимым микроэлементом. Чтобы восполнить суточную дозу йода, достаточно заменить обычную соль на йодированную.
Ежедневной нормы соли это 5-7 грамм в день, чуть меньше чайной ложки, достаточно и для наполнения организма йодом. Также для профилактики диетологи советуют включать в меню свеклу, морковь, картофель, капусту, салат, хурму, яблоки, виноград, сливы, гречневую и пшенную крупы, сыр, творог и молоко. Еще один способ. Используйте дома для приготовления только йодированную соль. Будьте здоровы! Хорошо, что нам показали и аграрные культуры в виде фруктов, овощей, потому что дачный сезон-то уже почти наступил, и многие вскоре приступят к облагораживанию своих участков. Речь идет как о посадках аграрных культур, так и о декоративных растениях. В любом случае, без удобрения, конечно же, не обойтись. Сегодня садоводам представлен огромный выбор различных удобрений, в том числе химических, но вдруг они вредят нашим посадкам. Сегодня в рубрике «Сад и огород» узнаем, как перейти на натуральные удобрения. Доброе утро. Меня зовут Надежда Максимова. Я являюсь участницей марафона «Сотвори сад своей мечты». Первое, что запечатлило, когда мы пришли на марафон, это то, что, оказывается, здесь в компании советуют не пользоваться химическими удобрениями. Это для чистоты, например, овощей, которые мы едим, которыми кормим своих близких. И то, что нам в этом помогают черви, мы узнали об этом здесь. Это вермиферма нас всех воодушевила. После того, как земля полностью переработается в биогумус, мы червей отбираем, они уже направляются на другой фронт работы, а этот биогумус мы можем использовать и как в растворенном виде, как напиток для наших растений, а также можем разбавить их с землей, в которую посадим рассаду, все цветы комнатные, и также можем использовать потом как удобрение для наших будущих растений. Мы их кормим кожурой от бананов, и когда они творят вот эти чудеса, перерабатывая конский навоз, биогумус, который на вес золота, мы прямо радуемся и ждем очень хороший результат. Нам раздали червей, и сейчас у каждой участницы дома копошатся черви, наши помощники, которые создают биогумус, благодаря которым наши растения получат в этом году хорошее полноценное питание. И сейчас мы их уже подкармливаем, например, раствором из этого биогумуса. Мы их растворяем в воде, и получается у нас вот этот целебный напиток для наших растений сразу же дает о себе знать. Когда начинают растения хереть, я уже использую этот напиток, мы их так любовно называем, и он уже начинает давать свои плоды. Они уже начинают улучшаться, появляются новые свежие листочки, и поэтому мы сейчас все с волнением ждем наступления весны, теплой поры, чтобы заняться уже своим садом, чтобы друг перед другом показывать результаты тех знаний, которые мы здесь получили. Спасибо за внимание. Лето все ближе и ближе. Уже сейчас в столице республики дневная температура чуть-чуть не дотягивает до 20-градусной отметки со знаком плюс. Со сменой погоды мы меняем и свой гардероб. Не стоит забывать про то, что у нас на ногах, про обувь. Она должна быть удобной, ведь с наступлением тепла мы чаще и больше гуляем. Она должна быть дышащей, ведь в обратном случае из-за высоких температур наши ноги могут пострадать. И сегодня узнаем, как правильно выбрать обувь на летний сезон, чтобы она не только была удобной и безопасной, но и стильной. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. Уже буквально через неделю в Якутске наступит жара, и лето станет полноправной хозяйкой. Поэтому мы сегодня поговорим про обувь, которая нужна именно на летний период. Да, их должно быть несколько, и первое, с чего мы начнем, это, конечно же, кеды. Кеды можно уже носить прямо сейчас. Они нас выручат и в ненастную погоду, и в самую жару, и, конечно, если мы полетим куда-нибудь отдыхать. В самолете, в поездках, в путешествиях, это незаменимый помощник. Кеды, конечно же, должны быть в гардеробе у каждой женщины.
женщины, мужчины, да в принципе у всех, как они должны выглядеть прямо сейчас. Это, конечно же, классика, белые, кремовые оттенки, могут быть нежно-бежевые, вы выбираете в зависимости от того, какая гамма присутствует у вас, но если у вас будут такие молочные или белого оттенка кеды, вы не прогадаете. Что сейчас в тренде? Это, кстати, в принципе, такие классические, немножко даже ретро-винтажные формы. Их очень много. Мне нравится здесь, что нет никаких лишних деталей, никаких ярких вставок, брошек, золота или серебра. Это все достаточно лаконично, поэтому они будут максимально смотреться и с классическим костюмом, и с каким-нибудь платьем, или же, наоборот, с летящими джинсами и топами. То есть это будет, в принципе, подходящая под все обувь. Мне также нравятся еще оттенки в каких-то таких природных цветах, например, цвета хаки. Если вам, в принципе, отзывается такая гамма, все нежные оттенки, фиолетовые, желтые и прочие, они хорошо миксуются с другими цветами. Встречайте это лето максимально красивыми, а обувь у вас должна быть удобная, комфортная и тоже красивая. С вами была Люба Платонова. Всем пока-пока. Ну а уже завтра мы отметим самый важный для нашей страны праздник – День Победы. Он был объявлен 9 мая 1945 года, а за день до этого, 8 мая, был подписан сам акт о безоговорочной капитуляции Германии. Какие еще события произошли в этот день, узнаем далее. На календаре 8 мая. Сегодня отмечают Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. По народному календарю Марк Ключник. Этот день называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели. Если на них летят птахи, урожай этого растения будет хорошим. В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору для домашних и залетных птиц. Этот день в истории. В 1910 году в этот день состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой. В 1945 году подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы. В 1945 году завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. А в 1965 году в этот день в Советском Союзе утверждено положение о почетном звании «Город-герой». В этот день родились Ален Рене Лесаж, французский сатирик, романист; Василий Пушкин, русский поэт, дядя Александра Пушкина; Гарри Трумен, 33-й президент США; Владимир Сафроницкий, советский пианист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР; Андрей Львов, французский микробиолог, нобелевский лауреат; Николай Тарский, тренер, судья, организатор физкультурного движения в Якутии. Именины сегодня отмечают Василий, Марк и Сергей. Но главным событием завтрашнего дня, конечно же, станет парад Победы на Красной площади в Москве. Первая репетиция прошла в минувшую пятницу. На кадрах бронеавтомобили «Тигр», танк Т-34, ЗРК С-400 «Триумф» и другая военная техника проезжают по Тверской улице. 20 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в столичном параде Победы примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиации.
А с 24 апреля в 20-й раз проходит акция «Георгиевская ленточка». Оранжево-черная лента в современной России стала одним из главных символов 9 мая. Кодекс ношения георгиевской ленты, разработанный Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», регламентирует, куда ее следует крепить. В нем указано, носить георгиевскую ленту следует на груди рядом с сердцем, на плече или на воротнике. Она должна быть подколота булавкой или привязана ниткой. Трепаться на ветру ленте не следует, закреплять ее на теле ниже уровня локтя, на сумках, ремнях, часах, привязывать ее на одежду, ошейники животных или к дверцам, антеннам, дворникам автомобилей не рекомендуется. Раздают георгиевские ленты во всех городах России, на оживленных улицах, в общественных местах, на остановках общественного транспорта. За границей получить ленту можно в посольствах России или культурных центрах. Ну а в Казани решили в этом году отличиться и сделали огромную георгиевскую ленту. Подробности далее. Жители Казани в четверг развернули 300-метровую георгиевскую ленту на набережной в центре города в честь предстоящей 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Георгиевская лента – это символ победы, который в нашей стране объединяет миллионов людей. Это связь поколений. И, конечно, каждый из нас, в том числе я, с самого детства на праздник на 9 мая надевал эту георгиевскую ленту, носил возле сердца, чтобы еще раз вспомнить наших дедов, прадедов, которые принесли нам победу в Великой Отечественной войне. Конечно, мы приглашали для участия и студентов вузов, СУЗов, приглашали вот Суворовские военные училища, да, которые у нас есть в Казани. Здесь есть и работники предприятий, и работники сферы государственного муниципального управления, да, города Казани. Есть и обычные жители, которые сегодня утром просто пришли в парк Урам или пришли погулять на набережной, они также присоединились к нашей акции. В свою очередь, имам мечети Тимур Хазрат Ибрагимов отметил, что пришел на акцию, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Чисто добровольно я пришел. Я получил по СМС, что акция такая проводится. Я поэтому пришел, потому что здесь мы же товарищи, все мои знакомые, присутствовать при Георгиевской ленте, как-никак, это наша обязанность. Потому что мы военные. У нас всегда, когда мы едем в зону специальной операции, мы всегда с бойцами разговариваем, всегда стараемся их поддержать, и чтобы они знали, что мы единые. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской памятной акции «Георгиевская ленточка». В нем приняли участие школьники, студенты, сотрудники частных и государственных компаний. Еще одной традицией Дня Победы является акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие не только жители России, например, жители Киншаса и сотрудники посольства нашей страны в Демократической Республике Конго также не остались в стороне. На кадрах, снятых в минувшую среду, люди с 6-метровым флагом России и транспарантом идут по улицам города. Также на видео участники акции несут фотографии родственников сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Участие в шествии приняли посол России Алексей Сентябов, дипломаты, российские военные наблюдатели и полицейские миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, а также выпускники советских вузов. Общенародная акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая во многих странах мира в память о жертвах и участниках Великой Отечественной войны. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской. Сами же события Великой Отечественной не раз становились основой для различных художественных произведений. Снято огромное количество фильмов, поставлено множество спектаклей, написано немало книг. В канун праздника школьники и учителя Тамота поставили свой спектакль «Письма с фронта». Реальные письма фронтовиков, как и ничто другое, помогают современникам представить воочию события почти 80-летней давности. Подробности далее. Дорогие мои и навсегда любимые мной ребята, мы прибыли в расположение под Сталинградом в дни, когда враг, собрав все силы, пытался захватить город. Для девятиклассника Матвея сегодняшнее выступление не просто роль в спектакле, но и память о его прадеде, воевавшем Великую Отечественную. Он уже 17 лет пошел в армию, на фронт, и прошел полностью до Берлина. Спектакль «Письма с фронта», поставленный школьной театральной студией, основан на письмах земляков, поэтому близок всем и исполнителям, и зрителям. Я сама была на репетициях несколько раз, когда у меня слезы на глазах. Даже дети тоже со слезами на глазах читают эти письма.
Письма очень трогательные. Тем более это местный материал. Все вот солдаты, которые вы видите, выйдут на сцену, призывники, это все наши местные, томодские. Эти ребята почти ровесники тех, кто также когда-то со школьной скамьи отправились на войну. Самое сложное – это было поставить песню. Я очень долго занималась с руководителем, она мне помогала, мы ставили эту песню очень долго. Очень тяжело ее было исполнять, но я справилась. Спасибо огромное ей. Школьники и заодно зрители во время спектакля открывали для себя все новые страницы истории Великой Отечественной. Столкнувшись с нехваткой конвертов, люди стали искать выход. Так появились письма-треугольники. Написанные в окопах карандашом сухие строчки означали «брат», «сын», «отец», «муж», «жив». Специально для постановки школьники и учителя своими руками изготовили реквизиты. Очень много сделано своими руками именно предметов, которые относятся к временам Великой Отечественной войны. В этом смысле было трудно, но я не сказала бы, что так прямо сильно трудно и невозможно. А то, что спектакль еще связали с современностью, придало ему еще более важное, особое звучание и смысл. Меня затронуло абсолютно все, от первой строчки до последней строчки, и сюжет, и артисты. И поскольку артисты все мои ученики, то у меня, конечно, слезы градом, да. Но самое главное, что эта тема, она вечная, она всегда будет вечная. Вы просто молодцы все. Юные артисты в праздничные дни покажут спектакль в близлежащих населенных пунктах Алданского района. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Томмот. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике и за ее пределами. В Госдуму внесли законопроект о создании федеральных учебно-методических объединений в системе высшего, общего и среднего профобразования. Авторы законопроекта отмечают, что федеральное законодательство содержит лишь общие целевые ориентиры и правила создания учебно-методических объединений, не разграничивая напрямую их по территориальному уровню и не предусматривая необходимость вхождения в их состав представителей работодателей. Из-за этого недостаточно четкой правовой регламентации их эффективность в последние годы снижалась. Так создавалась ядерная гарантия закрепления Великой Победы СССР. Такое название получила книга по воспоминаниям выдающегося ученого Иоганна Максимова. В годы Холодной войны никто не знал, когда может обостриться конфликт между СССР и США. Эта книга – дань памяти всем инженерам, атомщикам, которые после завершения Второй мировой обеспечивали мир с помощью создания ядерного щита. Также автор своей книги рассказывает про жертвенный труд якутских рабочих-ликвидаторов Кыштымской аварии. Отмечу, что выход книги приурочен к 79-летию победы в Великой Отечественной войне. И наступила пора вспоминать, благодарить потомков атомщиков, которые 1948 по 1978 годы обеспечивали своим жертвенным трудом создание ядерного щита, смысл которого в том, что мы в то время догоняли Соединенные Штаты Америки по количеству ядерных боеголовок. В Якутске с приходом весны стартовал и сезон электросамокатов, велосипедов, моноколес и прочих средств, которые теперь с принятием нового закона называются средствами индивидуальной мобильности. Со стартом прокатного сезона возобновилась и дискуссия о регулировании использования этих транспортных средств. Многие пользователи при этом продолжают нарушать установленные правила, что зачастую приводит к несчастным случаям на дорогах. В этом году зарегистрировано 2 наезда на велосипедистов, но вот с участием именно СИМ зарегистрировано было 4 мая. На перекрестке улиц Лермонтова-Короленко, где отец с ребенком, не спешившись, переезжали проезжую часть на одном самокате, что запрещено правилами дорожного движения.
До начала 8-х международных игр «Дети Азии» осталось менее 2 месяцев. В Якутии ведется активная подготовка. В том числе идет и капитальный ремонт общежитий, в которых будут проживать участники и волонтеры игр. Работы стартовали в конце апреля, задействованы 4 подрядные организации. На сегодняшний день ведется покраска и шлифовка стен как внутри, так и снаружи. Ремонт планируют завершить в начале июня. Отмечу, всего будет задействовано несколько объектов СФФУ, в том числе 7 общежитий. На время проведения капремонта студенты будут переведены на дистанционный формат обучения. Замена светильников, замена этих розеток, выключателей, ремонт кабель-каналов тоже так во всех общежитиях ведут. Ну, ведутся работы в 9-м, 6-м и 8-м, да? А вот выборочный капитальный ремонт, там такие работы уже заложены в смете. В 7-м общежитии, 18-м, 20-м и 17-м. В 17-м, 18-м, 20-м у нас будут проживать волонтеры, а в 17-м будут проживать сервисные отряды. Наиболее выгодным для отпуска месяцем лета является июль. Таким мнением поделилась в РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она пояснила, что количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Стоимость же рабочего дня в разные месяцы может отличаться. В те, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку цена одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка. Из него рассчитывается и отпуск, и наоборот. Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам из информационной службы за всегда свежие новости, актуальную информацию. Но мы продолжаем. Это «Утро Якутии». И перейдем к теме самозанятости. Самозанятые – это люди, работающие на себя. Это могут быть няни, репетиторы или переводчики. С 1 января 2019 года правительство России запустило для них специальный налоговый режим с пониженными ставками. С доходов, полученных от физлиц, 4%, с доходов, полученных от юридических лиц, 6%. Пилотный проект сначала действовал в 4 регионах, затем налоговый эксперимент распространился еще на 23 региона, а с 1 июля 2020 года на всю страну. Специальный режим действует до 31 декабря 2028 года. По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2022 года в России самозанятыми стали 6,5 миллионов человек. Как стать самозанятым, что это такое, узнаем далее. Изабелла Павлова в 2019 году решила стать самозанятой. До этого она работала по найму, но творческая натура и талант дали о себе знать. Изабелла говорит, что этот талант передался от отца. Отучившись в художественном училище имени Романова, Изабелла начала заниматься изготовлением украшений и начала участвовать в масштабных мероприятиях. В то время впервые я тогда презентовала свой бренд «Изабелла Павлова». Показ Arctic Fashion Show. Я тогда предоставила первую свою коллекцию «Легенда о мамонтах». Она была сделана из бивня мамонта, украшения. Сейчас Изабелла является членом Ассоциации предпринимателей, сделанной в Якутии, и говорит, что ассоциация во многом помогает. Также большую помощь предоставляет Центр «Мой бизнес». Самозанятость – это налоговый режим, возможность легализовать свои доходы, если человек занимается какой-то предпринимательской деятельностью. Почему выгодно быть самозанятым? Для самозанятых от государства предоставляется меры государственной поддержки в виде каких-то различных субсидий, грантов, каких-то бесплатных услуг. В частности, от нашего центра «Мой бизнес» можно получить уже зарегистрированный самозанятый такие услуги, как разработка бизнес-плана, разработка сайта, изготовление рекламно-полиграфической продукции, изготовление рекламного видеоролика, рекламная фотосессия, изготовление брендбука, то есть это логотип. Наш центр может зарегистрированному самозанятому такие услуги оказать. Так, с помощью Центра «Мой бизнес» Изабелла не только написала бизнес-план и создала сайт, но и участвовала в выставке ладья в Москве в экспоцентре. Также в рамках Дальнего Востока проходили мероприятия в Камчатке. Там продукция Изабеллы Павловой имела большой успех. 2 пары очков купил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Для меня это была очень высокая оценка. Отрадно, что сейчас есть большая поддержка самозанятых, и каждый желающий может воплотить свои мечты и навыки в жизнь. Для этого существует множество программ поддержки и финансирования. В финансовой части самозанятые могут принять участие. Есть такая программа «Социальный контракт», то есть это государственная программа на открытие своего дела. Финансовая поддержка предоставляется в размере
до 500 тысяч рублей на открытие своего дела. По условиям необходимо подготовить бизнес-план, защитить его перед комиссией. Многие успешно реализовались как самозанятые. Так как же подать заявку и применить поддержку для самозанятых? Заявку можно подать на участие в соцконтракте через МФЦ, через управу округа по месту жительства, если это в районах, через администрацию. В социальный контракт могут принять участие граждане, у которых отсутствуют доходы, которые признаны малоимущими. Услугами центра «Мой бизнес» бесплатными могут воспользоваться все самозанятые, которые зарегистрированы. Самозанятость можно зарегистрировать с 14 лет. Желающие стать самозанятыми граждане могут вначале пройти обучение в нашем центре бесплатное в виде вебинаров, семинаров, различных мастер-классов для физических лиц, которые еще не зарегистрированы, да, так и для действующих предпринимателей в том числе. Есть также программа выращивания начинающих предпринимателей. Бизнес-инкубатор действует. Имущественная поддержка. То есть начинающий самозанятый может получить статус резидента центра «Мой бизнес» и получить офисное помещение в аренду на льготной основе. Помещение сдается на конкурсной основе. Он получает кабинет и статус резидента. Резидентство длится в течение 3 лет. Это как программа сопровождения. За самозанятым закрепляется менеджер, который курирует по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Поддержка самозанятых – это не только финансовая часть, но и сохранение традиций народа, возрождение культуры и передача этих знаний подрастающему поколению. Это моя дипломная работа. Это колджи. Висит вот такое украшение в археологическом музее СПФУ. Это реконструкция, можно сказать, да, что это вручную все скручено. Работа интересная. Так, совместно создается среда взаимопомощи в реализации новых идей и сохранения истории, что становится мощным толчком для развития. Аэлита Стручкова, Семен Семенов, Якутск. Ну, а более подробно о статусе самозанятого, как и получить этот статус, узнаем у Ульяны Сокурутовой, начальника отдела оказания услуг центра «Мой бизнес». Ульяна Гавриловна, здравствуйте. Вот, вообще, мы сейчас, ваш коллега очень много, в принципе, да, фактически рассказал, да, про самозанятость. Давайте поговорим подробнее, как самозанятым стать. Наверное, в первую очередь, для чего человеку становиться самозанятым? Самозанятость – это же у нас налог на профессиональный доход. То есть вообще само слово «самозанятость», да, что это? Это человек сам себя занимает. То есть он должен реализовывать свои товары, которые он произвел сам, или оказывать услуги, которые он сам делает. То есть это фотографы, визажисты, электрики, сантехники, те, которые оказывают услуги своими руками. Или это предприниматели, которые делают свою продукцию. Да, получается. Как стать самозанятым? Самозанятым стать на самом деле очень просто. Кто может им стать? Любое физическое лицо, которое хочет стать предпринимателем, а также индивидуальные предприниматели. Индивидуальные предприниматели имеют право применять налог на профессиональный доход. Там есть, конечно, ряд ограничений. Ограничения у нас, получается, по доходам. То есть предприниматель не может получать доход более 2 400 000 рублей. Тогда просто если он этот порог превысит, он перейдет на другую налоговую ставку, совершенно верно. Потом индивидуальный предприниматель не имеет права нанимать работников, потому что он сам себя занимает, да, как самозанятый. Наоборот, самозанятый не имеет права, наверное, нанимать на работу. И самозанятый, и индивидуальный предприниматель, который принимает НПД. Да. То есть есть такое, как индивидуальный предприниматель, применяющий налог на профессиональный доход. И налоговая ставка у него будет такая же, как у самозанятого. Вот. И получается, он тоже не имеет права набирать людей на работу. Вот. Как зарегистрироваться? Зарегистрироваться очень просто. Мы скачиваем приложение, «Мой налог» называется. Сама регистрация занимает буквально минут 10. То есть вам для этого нужен паспорт, ИНН, СНИЛС и фотография, которую вы тут же делаете на этом же телефоне. В чем, так сказать, плюсы самозанятости? Да? Самозанятость, там не нужна отчетность, не нужно сдавать декларации. Все делается в одном приложении, то есть вы зарегистрировались в этом приложении, вы в этом же приложении сделали чек, оформили продажу, это же приложение вам посчитало ваш налог, и вы этот налог в этом же приложении оплатили. Все. То есть вы не ходите в ФНС,
вы не делаете какую-то отчетность, вы не высчитываете свой налог, все происходит в одном приложении. Ну и, естественно, налоговая ставка, да. Налоговая ставка у нас очень, мне кажется, удобная. Это 4%, если вы работаете с физическими лицами, то есть если вы оказали услугу физическому лицу, вы открыли свое приложение, составили чек на продажу, да. Сумма, какая услуга оказана, вы выбираете физическое лицо, это было или юридическое лицо, все. Оформили. 6% для юридических лиц. 6% для юридических лиц. Но вот еще такой вопрос. И оказывается ли сегодня какая-то поддержка, может быть, государственная именно самозанятым людям, чтобы... Потому что, ну, будем говорить откровенно, все-таки эта система придумана для того, чтобы людей из серого сектора экономики выводить в белый. Да, конечно, самозанятость, она для легализации была создана, чтобы выйти из тени, так скажем, предпринимателям, которые не хотели бы быть индивидуальными предпринимателями или открывать ООО. Какие меры поддержки? Если говорить о Центре «Мой бизнес», Центр «Мой бизнес», он оказывает информационно-консультационную поддержку, он оказывает образовательную поддержку, имущественную поддержку и акселерационную поддержку. Сейчас я все расскажу. Получается, смотрите, вообще Центр «Мой бизнес», он представлен в 30 районах республики и в городе Якутске. Консультацию вы можете получить очно и офлайн. Да? Онлайн, простите. Очно вы можете подойти в наше представительство, и здесь, в городе Якутске, по адресу Кирова, 18, блок Б. Вход у нас под эстакадой со стороны озера, на первом этаже находится. А представительство в районах, там уже можете сами посмотреть. У нас есть горячая линия 8 800 158 80 и WhatsApp-линия. Можете тоже написать нам 8 924 873 0097. Информационная поддержка у нас оказывается через единый портал малого и среднего предпринимательства мойбизнес14.рф. Там расписаны все услуги, которые мы предоставляем. Также там очень много анонсов, информации какой-то полезной для предпринимателей и так далее. У нас также есть образовательная поддержка. Образовательная поддержка оказывается нашим отделом, образовательным отделом. У них есть более 20 программ, которые реализовываются в течение года, и вы можете их тоже посмотреть у нас на портале. На самом деле это очень полезные мероприятия, особенно для начинающих предпринимателей, которые не совсем понимают, куда им двигаться или еще что-то. То есть можно получить действительно какие-то ориентиры в жизни, да. можно сказать. Они могут сгенерировать какую-то идею, составить бизнес-план, помогут выбрать какое-то определенное направление, или, может быть, если человек застрял в какой-то ситуации своей, да, они начинают уже помогать. Вот. Гавриловна, к сожалению, в эфирное время у нас ограничено. Давайте еще раз напомним горячую линию, по которой можно позвонить и вот узнать интересующие вопросы. Номер горячей линии 8 800 158 80. Ну и, собственно, дорогие друзья, если вы собираетесь заниматься каким-то своим делом в качестве самозанятого, не знаете, с чего начать, вот можно позвонить по этому номеру, вам достаточно подробно, интересно все объяснят. Я думаю, еще не раз мы в студии встретимся, потому что тема интересная, есть еще что спросить и рассказать нашим зрителям. Вам спасибо, успехов в работе, с наступающими праздниками. Дорогие друзья, вам тоже отличных выходных, хорошего сегодняшнего дня. По традиции, последний рабочий день недели завершим музыкой. До встречи.